было обнаружено, по-моему, в Астрахани, где-то там. Как-то туда она попала. Ну, очень интересный документ сам по себе. Вот. И вот что мы видим, да, что бросается в глаза. Вот еще раз хочу сказать, бросается в глаза отсутствие термина татары, да, и, кстати, булгары. А кто там есть? А там есть казанские чуваши. Там есть черемисы, там есть мещеряки, казанские чуваши, пермские чуваши, русские и казахи. И, кстати, самое интересное, именно казахи. Там они называются не киргизами, как в русских источниках, а именно казахами. Вот. Вот, наверное, если я там, может, по-моему, никого не забыл. Вот эти народы. Понятно, что... ну и башкиры, естественно. Причем башкиры перечисляются по племенам там, по всем. Но просто при этом нужно понимать, что это, конечно, не народы в том понимании, как мы привыкли понимать, да, то есть это больше сословия, наверное. Кстати, там же упоминаются бобыли, по-моему, если мне сейчас уже память не изменяет, я там уже могу с другими документами путать. Я там еще прочитал, когда готовился к программе, еще несколько документов почитал на эту тему. Вот, но возникает вопрос, а где татары? И когда татары приняли этот этноним? То есть ты хочешь сказать на основании одного этого документа, во всяком случае, на основании одного этого документа, что еще в XVIII веке, во времена Екатерины II, татары себя татарами не называли, не ощущали, и в документах, которые они писали, они себя так не называли. Ну, на самом деле это не один документ, а документов, где отсутствует этноним татары по 18-18 веков очень много, когда идет речь о народах, которые населяли Татарстан. Их много, вот. Но татары там тоже присутствуют время от времени, но я, насколько правильно понимаю, первоначально под татарами, по крайней мере в Поволжье, понималось население, которое проживало в городах, и служилое население. Да, то есть было такое понятие служилые татары. Кстати, относится это не только к мишарям, это относилось и к казанским татарам. Среди казанских татар тоже были служилые татары. И они этот статус, вероятно, имели еще со времен Казанского ханства. Эти татары были. А вот то население, которое жило в селах, оно именовалось Ясачная Чуваша. Потом из исторических документов, где-то во второй половине 17 века, в начале 18 века, Ясачная Чуваша куда-то пропадает, и на ее месте появляется Ясачная Татара. Да, вот, по крайней мере, я вот сам, да, мои предки как раз вот из вот этих ясачных татар, которые раньше были ясачными чувашами. И дело не в том, что вот на самом деле татары эту тему, так скажем, стесняются и избегают. Но дальше избегать ее будет тяжело. Этот термин у нас просто как-то вот так стыдливо все время чуваши меняют на татары, наши историки, когда пишут какие-то свои работы, чтобы не смущать читателей. На самом деле это вот постоянно подмена этих понятий, она не может продолжаться. То есть рано или поздно все-таки нам нужно будет объяснять, да, что современные татары это потомки и тех людей, которые назывались ясачными чувашами. Или казанскими чувашами, как в некоторых документах, пермскими чувашами. Но нужно понимать, что это не те чуваши, под которыми мы сейчас понимаем чуваши. Да? Точнее, не совсем то. Это не совсем одно и то же. Но поскольку этот вопрос плохо изучен, в Чувашии, конечно, очень много материалов этому этнониму посвящено, но они, понятное дело, на свою сторону тянут. А наши историки, вот хочу сказать, еще раз подчеркнуть, это избегают. И поэтому до конца понять, кто такие были чуваши, сейчас сложно. Вот, допустим, среди чувашских ученых есть мнение, что чуваши это первоначально обозначало слово «земледелец». Вот. Кто-то там это со словом «сувар» связывает, кто-то вот со словом «земледелец» и так далее. По-разному мнение есть. Вот. И я хочу обратить внимание, что еще в 1565 году в Татарской Слободе жили и татары, и чуваши. И те, и другие были мусульманами.